Состоялось выездное совещание Якутской городской думы, в ходе которого депутаты проверили исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2019-2023 годы на территории города Якутска. В выездном совещании приняли участие председатель Якутской городской думы Альберт Семенов, первый заместитель председателя Евдокия Евсикова, депутаты Феликс Романов и Наталья Пахомова. На объезде присутствовало руководство контрольно-счетной палаты города Якутска, окружной администрации города Якутска и ее структурных подразделений, представители управ округов и подрядных организаций. Депутаты принимают и утверждают бюджет города Якутска. Это непосредственно наша работа в этом плане, контролировать контролировать ход исполнения этих работ, в том числе выделение финансирования. Можно сказать, в равных долях мы финансируем как федеральный, так и с местного бюджета этот национальный проект. Ну и большую часть, конечно, финансирует у нас республиканский бюджет, что очень радостно и отрадно в плане того, что глава республики уделяет особое внимание качеству дорог. И, конечно же, мы все понимаем, что нормативное состояние необходимо приводить большое количество дорог, но тем не менее работа в этом направлении ведется. Горожан очень волнует состояние дорог, и вы видите, что с каждым годом у нас все больше дорог приводится в нормативное состояние. Первая улица, которую посетили депутаты, улица Якова Потапова на участке от улицы Кеша Алексеева до кольца Гемеин. Вы нас надо коммуникацию. Давайте мы просто кое-что объезд сделаем, чтобы просто люди с колясками проходили. С правой стороны. Именно, да. Потому что если мы сейчас... Новый опор нельзя. Если новый опор, то надо компенсатор, можно сделать проще, ушли тротуар с другой стороны. И тогда и люди с колясками будут ходить, с одной стороны. Сразу прокомментировать, то есть это у нас... Потому что тоже на велосипеде едешь, особенно... Заехал, да, и можно перейти. Корчевку делаем, зафотируем. Но она же опять будет. Поэтому надо будет не срезать, имеется режим асфальта. Режим асфальта метр на метр. На улице Мерзлотная города Якутска депутатами был осмотрен гарантийный участок дороги. На некоторых обнаружены дефекты в виде трещин и выявлено несколько мест с выбоинами и ямами, в которых скапливаются ливневые воды. Объезд капитального ремонта дорог городскими депутатами продолжился по улицам Птицевод, Красильникова и Пирогова. Все улицы проверялись по жалобам жителей. Депутаты обратили внимание заказчика на решение проблемы затопления дороги и прилегающих участков. Там есть проблемы. Да, вот 190, да? 190, короче, получается. Водоотведения нету, да? На 76-м вода вот так ушла, короче. И, там дренаж какой-то предусмотреть. Мы с коллегами вашими ездили. Есть 3 места слабых такие, несколько места, где вода скапливается. И эти жители пишут и главе, и депутатам, всем подряд. Нельзя эти проекты как-то синхронизировать? То есть сделать, скажем, дорогу и параллельно сразу выделять средства так и должно. там просто, я попытаюсь объяснить, там просто параллель это самое низкое место. Особое внимание депутаты Якутской городской думы обратили на проспект Ленина в районе кинотеатра «Лена». Пожалуйста, по графику проведения ремонтных работ, бордюра окончания. Какая дата? 31-го? По проспекту Ленина? Вот именно, да. Здесь. Ну, если у нас стоит в графике конец августа асфальтирование, да, и бордюр. До 31 августа. Да. Второй вопрос. По поводу выноса газовых щелей, которые сейчас... Ну, сейчас там работает там. Газ работает на том участке, ближе к Дежневу. Получается, коллектор водоканала, и теплотрасса есть. Возле Сбербанка. На площадке. Нет отставания по работе? Отставание, плюс-минус неделя есть. Просто здесь располагается школа средней общеобразовательной. Знаем. Хотелось бы, чтобы с 1 сентября, наверное, ребятишки пошли. Мы будем ускоряться, чтобы работа до 1 сентября не получится ли так, что можно... Не могу сказать. Это надо уже... Здесь у нас школьники на том конце, у нас студенты, поэтому, да, мы зажаты совсем. Поэтому, сроки поджимают, поэтому действительно надо форсировать события. Колоссальная работа была проведена здесь. Замена грунта полностью на 1,5 метра за вещи мерзлоты. Работы были проведены в срок до утайки, это был январь, февраль, март, апрель месяц. В мае мы уже не работали. Хотелось, наверное, как предложение, да, чтобы акт не подписывать до тех пор, пока подрядчики, наверное, не устранят
берут за собой там различные куски арматуры. Нет, ну да, правильно. Есть, кроме этого, у нас еще гарантийная работа по первому этапу, на участке от Колоковского до Орпа. Там порядка 320 было замечаний, на текущий момент 250 замечаний устранено. Осталось 70. Да, 70. Это было еще на... И когда это устранится у нас? Я думаю, до конца следующей недели работать. Заметьте, мы работаем от фасада до фасада. То есть, если мы туда посмотрим, мы работаем там от бывшей Каптеха до кинотеатра района. То есть, это на всем протяжении. Это не простой ремонт, где мы ремонтируем только тротуары и прочее. Мы работаем. Участок на следующей неделе уже выйти на асфальтирование. Добиваем участок от гостиницы Лена до Хабарова верхним слоем. И вся эта бригада должна сюда. А там когда должны открыться? В сентябре. Работу мы до конца августа. То есть это велодорожки, асфальтное покрытие, проезжая часть сводков мы должны решить в августе. Кроме состояния дорожного полотна на участках, пристальное внимание депутатов привлекли и пешеходные зоны. По результатам выезда в адрес окружной администрации города Якутска направлены рекомендации по устранению недочетов. В Якутской городской думе состоялась 51-я внеочередная сессия. Открывая заседание, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов отметил, что внеочередная сессия проходит в скорбные дни. 1 августа скоропостижно ушел из жизни председатель постоянной комиссии Якутской городской думы по местному самоуправлению, законности и регламенту, депутат представительного органа города Якутска с 1 по 4 созывы Николай Николаевич Васильев. 4 августа первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Депутаты почтили их память минутой молчания. В ходе заседания 51-й внеочередной сессии было рассмотрено два вопроса. Депутатами Якутской городской думы было обсуждено внесение изменений в нормативный правовой акт номер 169 «Правила землепользования и застройки городского округа город Якутск». С докладом выступил главный архитектор города Якутск Семен Сергеев. Он отметил, что проект решения имеет все согласования. Он разработан в соответствии с действующим законодательством по ходатайству Управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия в связи с реализацией социально значимых проектов, таких как строительство нового объекта «Дальняя приводная радиостанция аэропорта Якутск» и важнейшего объекта энергетики республики «Якутская ГРЭС-2», вторая очередь, а также строительство дополнительного здания «Гимназия. Центр глобального образования городского округа город Якутск» в 203-м микрорайоне. Во время заседания депутатами был рассмотрен вопрос об утверждении границ территории общественного самоуправления «Дальняя Росинка». По словам заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Юлии Федоровой, проектом решения предложено утвердить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправления для представления интересов населения, проживающего на соответствующей территории, целью эффективного осуществления деятельности по благоустройству территории, а также для удовлетворения социально-бытовых потребностей граждан. Мы рассмотрели вопрос, связанный с утверждением границ территориального самоуправления. Дальняя Росинка. Мы знаем, что у нас на территории города Якутска уже ранее были утверждены 6 ТОСов, и они успешно работают у нас. Всецело поддерживаем инициативы наших граждан в плане благоустройства, наведения порядка на своих территориях. По итогам голосования оба проекта решения были приняты депутатским корпусом Якутской городской думы. В преддверии Дня знаний управа автодорожного округа города Якутска, исторический парк «Россия. Моя история» совместно с депутатами Якутской городской думы организовали школьную ярмарку в новом микрорайоне столицы Якутии. Во время ярмарки поликлиника номер 3 Министерства здравоохранения Якутии провела медицинский осмотр для детей дошкольного возраста. После медосмотра родители получают медицинскую справку для поступления в детские сады города. Микрорайон Прометей – один из самых молодых районов города, в котором преимущественно проживают молодые семьи с маленькими детьми, и данная услуга стала одной из самых востребованных на ярмарке. Управа автодорожного округа и Якутская городская дума подвели итоги одного из конкурсов «Зеленый кубок столицы». Зеленый кубок столицы, он у нас проходит уже который год, получается. Нынче рекордное число, по-моему, заявок. По каждым округам это отдельно идет. Там разные номинации.
участвуют все физические лица, то бишь бабушки, дедушки, да, организации, соцучреждения, предприниматели. Когда мы выезжали, смотрели конкурсной комиссией, да, там такое классное озеленение проведено, да, вот по-разному, там, по разным направлениям, допустим, детсады, школы, там бабушки у себя там посадили в палисадниках, там такие классные, просто надо смотреть это сады, да. Я, к сожалению, чуть-чуть сам лично далек от цветов, но это очень красиво. В этот раз были вручены 6 зеленых кубков столицы представителям автодорожного округа города. Награждение проводил председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. Вот когда цветут такие красивые цветы, они действительно создают красоту, да. Это говорит о том, что наши активные горожане за комфортный город. Они радеют за то, чтобы наш город становился все краше и лучше. И благодаря энтузиастам, благодаря активистам у нас цветут сады, проводится озеленение. И это все радует глаз. Как говорится, красота спасет мир, поэтому я от лица всех депутатов хочу поблагодарить вас всех за то, что вы вносите свою лепту в украшение нашего города, ну и в целом благоустройство. Первый зеленый кубок столицы получил Арктический институт Якутии за озеленение своей территории, которая напоминает цветочную сказку в сочетании с ягодными деревьями черемухи и боярышника. В номинации «Цветущее долголетие» победила Федорова Матрена Михайловна. В номинации «Цвет знаний» победила средняя школа номер 6. А звание «Цветущий сад» заслужил детский сад «Земляничка». Зеленого кубка столицы удостоен исторический парк «Россия. Моя история». В номинации «Цветущий город» – среднее предприятие. Победителем в номинации «Цветущий город. Крупное предприятие» стала якутская птицефабрика. Но это все идет от чистого сердца, от того, что наши жители неравнодушны к комфортной городской среде. Каждый человек, который участвует в таких конкурсах, он преследует только одну цель – сделать наш город лучше, краше и чище. 2 сентября будут подведены итоги городского конкурса «Цветущий Якутск». А пока управа автодорожного округа готовит подарочные сертификаты для частных лиц, отличившихся в озеленении городского округа, и разрабатывает программу для следующего года.